Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатульна и о картине дня. Татарстан готовится принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня сформирован оперштаб по временному размещению вынужденных переселенцев. Его возглавил первый вице-премьер Рустам Нигматуллин. В состав вошли представители МЧС, МВД, Минсоцзащиты, Минтранса, Минобра, Минмолодежи, уполномоченные по правам ребенка и человека, а также другие ведомства. Уже прошло первое заседание штаба. Стало известно, Татарстан готов принять 1000 беженцев. Для размещения определены санатории Санта, Жемчужина, Ливадия и Васильевский. Первый поезд из Ростовской области в Казань отправился сегодня. Ожидается, он прибудет в ночь на 23 февраля. В республике уже начался сбор гуманитарной помощи для эвакуированных. Его организовало татарстанское отделение партии «Единая Россия». Рассматривается вопрос сбора средств для пострадавших от крупных предприятий, а также депутатам всех уровней предложат отчислить однодневную заработную плату. По стране стартовал проект «Карта помощи вынужденным переселенцам». Любой желающий может временно предоставить им свое жилье. Для этого достаточно перейти по адресу, указанному на экране, и внести свои данные. В Татарстане первый день без QR-кодов. Их уже не просили в заведениях общепита, боулингах, компьютерных клубах, торговых центрах и общественном транспорте. Заметно больше посетителей сегодня было в кафе и ресторанах. Отмена QR-кодов стала возможна благодаря стабилизации количества заболевших в сутки, коллективному иммунитету и возможности получения сертификата по антителам. Но ряд ограничений по-прежнему остаются. Какие именно и как казанцы восприняли новости о послаблениях, Юлия Гоголева готова обо всем рассказать. Этого дня кондуктор Эльза Юсупова ждала с нетерпением. Проверка QR-кодов, говорит, процедура не быстрая и малоприятная. Были разные люди. Хотели показывать, хотели нет, но выходить тоже не хотят. Они же на работу, кому-то легче стало, конечно. Люди сегодня спокойные, заходят, выходят, и больше народа, чем до этого раньше. Солидарно со своей коллегой кондуктор другого автобуса Ирина Садыкова признается, эти 3 месяца поход на работу был один большой стресс. Когда были QR-коды, да, с пассажирами нужно было спорить по поводу этого и высаживать. Очень тяжело. Опасно было даже с ними общаться, разговаривать. На общественном транспорте сегодня непривычно тихо и спокойно. Когда народу много, кондуктору некогда все это проверять. По утрам же битком бывает автобусы. А сейчас легче, конечно, отменили очень хорошо. Мне вот сделала сноха вот такую карточку и пенсионную. Я предъявляла. А у молодежи, у них же на телефоне, им нужно оплатить денежные средства и также показать то, что они привитые. Это очень неудобно было. С облегчением информацию об отмене QR-кодов восприняли и сотрудники торговых центров. Не секрет, за последние 3 месяца их выручка заметно сократилась. Сейчас, как мы видим, посетителей здесь гораздо больше. Многие торопятся сделать подарки для своих защитников. Для удобства покупателей открыты уже не 2, а все 3 входа. Масочный режим в транспорте и в магазинах пока никто не отменял, так что за этим в торговых центрах по-прежнему следят. К этому покупатели относятся с пониманием. Послабления, напомним, ввели и для подростков. Теперь они могут находиться в торговых центрах без взрослых. С 9 часов утра уже люди стояли. Только двери открыли, уже посещаемость огромная уже. Побольше клиентов будет приходить к нам, как говорится. На входе в ТЦ, как видим, сейчас нет ни очередей, ни проверяющих. И это, конечно, радует покупателей. Но есть среди них и те, кто считает, что с послаблениями поторопились. Очень много людей сейчас болеет в моем окружении, поэтому я думаю, что все-таки рано отменили вот это все дело. И как-то люди стали более халатно к этому относиться. Оживление стало в столичных ресторанах и кафе. Праздничное настроение и у клиентов, и у персонала. В этом заведении после введения QR-кодов выручка упала на 60%. Постепенно начала восстанавливаться, но до прежних показателей еще далеко. Если временные ограничения нас не затронули, потому что мы и так-то работали до 11 часов, то QR-коды – это было некоторое неудобство. Ну, во-первых, для сотрудников дополнительная занятость, приходилось их проверять. Ну и, конечно, для наших гостей. Рестораторы надеются, теперь посетителей станет на порядок больше, значит, увеличится и выручка. Но ряд ограничений все-таки остается. Организации общественного питания по-прежнему не могут работать по ночам с 23:00 до 6 утра, только если это не торговля на вынос. Также в это время запрещено проводить банкеты и юбилеи. Послабления также коснулись цирка, кинотеатров и театров. Заполнять залы с равномерной посадкой теперь можно не на 50, а на 70%. Юлия Гоголева, Данил Филатов, ТНВ, Казань.
Население Казани растет, а вместе с этим обостряется проблема нехватки школ, детских садов и поликлиник. Казанцы чаще других жалуются на ЖКХ и несвоевременную уборку улиц. Итоги года сегодня подвели в столице Татарстана. С участием Рустама Минниханова состоялось заседание Казгордумы. Почему при рекордных зарплатах 300 предприятий платят ниже МРОТ? О чем коммунисты поспорили с президентом и чем обернулось для казанских чиновников приглашение на сессию блогера? Дмитрий Аринин разложил сессию Казгордумы на цитаты. Мы не опускали руки, смогли выстоять и двигались дальше. Так, несмотря на пандемию, Казань показала экономический рост. Выросли объем производства и доходы муниципального бюджета. Поставлен рекорд по вводу жилья. Благодаря хорошей рождаемости и притоку населения из других регионов казанцев стало более 1 миллиона 300 тысяч. Вместе с этим обостряется проблема социальной инфраструктуры. Не хватает садиков и школ, а множество существующих нуждаются в ремонте. Еще 197 садиков остро нуждается в капитальном ремонте. Это, конечно, наследие десятилетий. По 50-60 лет садики не имеют капитального ремонта. То же самое касается школ. Только за год мы получили десятки предписаний надзорных органов по 527 объектам образования. Таких проблем в других муниципалитетах Татарстана уже давно не осталось. Как отметил Рустам Минниханов, эту проблему нужно сообща решать местным, республиканским и федеральным властям. В целом по стране сейчас вот идет разговор насчет школ, да? Мы ее 10 лет уже назад начали, и то еще конца нет. А садики, по садикам еще большая задача. Не секрет, есть школы, которые там же тоже наши дети учатся. Они не виноваты, что они оказались в школе, которая раньше была построена. По садикам нет, но вот есть программа федеральная по школам. Мы тоже сейчас заявляемся. Средняя зарплата в Казани составляет 55 тысяч рублей, что выше среднереспубликанской. При этом более 300 предприятий столицы платят зарплату ниже МРОТ. Более 52 тысяч казанцев имеют месячный доход ниже прожиточного минимума. Эти вопросы, это вопросы наши, в том числе уважаемые депутаты, это ваши избиратели. Здесь, конечно, может быть доход по-другому некоторые получают, это тоже несправедливо. Все должно быть прозрачно и все должно быть правильно. Я бы просил, Ильшат Раисович, в работе на эти вопросы обращать внимание. Как отметил Рустам Минниханов, в минувшем году в аппарат президента Татарстана от казанцев поступило более 17 тысяч обращений. Это больше всего среди муниципалитетов. В основном жаловались на проблемы в ЖКХ. Жителю надо куда-то доехать, и вопросы, то, что надо в первую очередь трассы почистить, его не волнует. Тем не менее, это надо принимать, это пока наша недоработка. Сегодня депутаты Казгордумы одобрительно встретили отмену в республике QR-кодов. В КПРФ же предложили еще подумать о компенсации для пенсионеров. Встает вопрос, как всегда, компенсации затрат. Вот пенсионеры жалуются о том, что они, конечно, столько времени потратили деньги свои, потому что у них были проездные билеты льготные отключены. Понятно, вы очень правы. Но вы представьте, если бы мы какие-то эти защитные меры не предприняли, ситуация вообще была бы для этих же пенсионеров не очень хорошая. То есть и вводить плохо, не ввести тоже нельзя. И ты правильно говорил, и я правильно сделал. Но вот сейчас уже все, покритикуешь один раз и забыли. Дилемма большого руководителя. Теперь перед Казанью стоят новые задачи в сфере цифровизации. Нужно вводить и ускорять работу электронных сервисов. От чиновников и депутатов ждут более оперативные реакции на обращения граждан. Казанский блогер Булат Закиров предложил всем завести соцсети. В комментариях вы молниеносно увидите актуальную повестку дня. Никто ничего скрывать не будет. Комментарии будут писать все, что 100% повлияет на скорость ваших решений. Посыл блогера к чиновникам поддержал Рустам Минниханов. Но на самом деле он прав. В социальных сетях быть не совсем комфортно, но работа у нас такая. В ближайшем будущем Казани предстоит принять целый ряд важных для Татарстана и России мероприятий. Это специальная Олимпиада, Суперкубок УЕФА, сессия Комитета ЮНЕСКО и события в рамках 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Предстоит определить точное место строительства соборной мечети. Татарский театр
Мэр выбрал, какой театр у нас должен быть. Мы поддержали. Надо будет тоже выйти на конкурс, чтобы в Казани соборная мечеть была тоже достойной. Дмитрий Арин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. На ремонт 69 школ Татарстана направят 4 миллиарда рублей. Почему именно в Альметьевск направят большую часть суммы, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Верховный суд Татарстана сегодня поддержал жительницу Нижнекамска Гульнару Хафизову и отказал в апелляции республиканскому Минздраву. Дело касалось истории ее 13-летней дочери Рузели Валиевой. У нее первичный иммунодефицит. Ей до конца жизни необходимы дорогостоящие препараты, а также особые иглы и шприцы для введения лекарств. Несколько месяцев назад мы показывали репортаж о девочке. На тот момент Минздрав лекарства Рузеле предоставил, а расходные материалы нет, сославшись на то, что они в России не сертифицированы и приобрести их нет возможности. Представители Минздрава Татарстана не согласились с решением суда Вахитовского района Казани и подали апелляцию в Верховный. Сегодня суд их не поддержал. Мы очень долго шли к этому решению и очень рады, что Верховный суд Республики Татарстан сегодня оставил без изменения решение суда первой инстанции Вахитовского районного суда и обязал Министерство здравоохранения Республики обеспечить Рузелю лекарственными препаратами и расходными материалами для подкожного введения данного препарата. Мы очень рады и надеемся, что данное решение будет исполняться. Комфорт на уровне такси по цене поездки в общественном транспорте. В Татарстане может появиться новый сервис. С помощью мобильного приложения можно будет заказать автобус, который подъедет к выбранной остановке. Проект сегодня предложили Рустаму Минниханову во время встречи с членами Ассоциации содействия цифровому развитию. Вопросы цифровизации рассматривались на примере крупных промышленных компаний республики. О большой трансформации Рамиль Галиуллин. Реализуются проекты по роботизации формирования отчетности в ключевых направлениях компании. Сеть производственной связи, промышленный интернет и единая система сбора данных телеметрии. Свои цифровые разработки Рустаму Минниханову сегодня представляет Татнефть. Работа осуществляется через сеть Тетра, которая обеспечивает связь и возможность передачи данных в удаленных регионах Юго-Востока Республики Татарстан и не зависит от сотовых операторов. Еще один представленный проект – мобильный сервис, позволяющий заправляться, не выходя из машины. Сейчас система тестируется. Рустам Минниханов отметил, заправки, на которых присутствует топливо Танека, нужно ввести в специальное приложение. Многие сейчас пытаются под брендом Танека свою продукцию продавать. У нас Танека самые лучшие параметры. Автобусы перестают быть рентабельными. Как выход – маршрутное такси. Идею предложили представители КАМАЗа. Пассажиры смогут заказывать общественный транспорт почти к дому. Но в отличие от такси, где к вам приезжает частная машина, здесь вам приезжает автобус, в котором сидят другие пассажиры. И алгоритм, который сидит за стороной, доступный вам, оптимизирует маршрут движения так, чтобы максимальное количество пассажиров собрать. Рустам Минниханов поручил предложение взять в работу. У нас внутри города это есть льготы. Они же на межгороде нет. Если между населенными пунктами поставить вот эту систему. Здесь все-таки больше подходит либо к пригороду. Ассоциация цифрового развития – площадка, где предприятия делятся планами и обсуждают совместную реализацию проектов. Как отметил Рифкат Минниханов, крупным компаниям республики нужно активнее привлекать молодые кадры. Если сегодня наши индустриальные партнеры не возьмут под опеку наши учреждения, школы, особенно специализированные, которые связаны с математикой, физикой и химией, нам в рамках тех, так скажем, будущего искусства, интеллекта, как мы говорим, и других направлений победы не видать. Это первая встреча представителей ассоциации в этом году. 2022 в Татарстане – год цифровизации. Особое внимание – цифровой грамотности населения. Это задача от президента. Рамиль Галиуллин, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. В особой экономической зоне Алабуга завершилась выставка промышленных предприятий республики. Отдельный блок в экспозициях был отведен подготовке кадров. Как решают вопрос обеспечения предприятия молодыми специалистами на Нижнекамск нефтехимии, увидим из репортажа. Нижнекамск нефтехим, входящий в Сибур Холдинг, традиционный участник таких выставок. На стенде весь ассортимент выпускаемых пластиков и каучуков. Здесь же наработки по привлечению кадров.
В компании решили сделать ставку на татарстанских специалистов. Для этого Нижнекамск-Нефтехим развернул масштабную программу подготовки молодых кадров в учебных заведениях республики. Эта работа ведется с Нижнекамским химико-технологическим институтом и колледжем нефтехимии имени Лимаева. Мы встречаемся с представителями предприятий, мы разговариваем, ведем диалог, мы спрашиваем, какие студенты с какой квалификацией им необходимы, какие компетенции должны быть у студентов. Работа исторически сложилась очень плотно. Это сопровождение студентов буквально с первого курса. То есть они видят уже, какой студент приходит, как он обучается, какие у него успехи. Предприятие ежегодно трудоустраивает порядка 350 выпускников. Одно из направлений работы с молодежью – производственная практика. Это позволяет им быстро начать процесс адаптации и научиться применять знания с решением конкретных производственных задач. У нас очень большая инвестиционная программа. Покупаем новые технологии, новое оборудование. Всегда что-то меняется. Мы один раз в 2 года всех преподавателей привлекаем к себе на Нижнекамск-Нефтехим для того, чтобы они ознакомились с новыми технологиями, с новым оборудованием. Таким образом, они уже далее передают студентам это уже практические уже знания. Готовить молодых специалистов помогают опытные наставники предприятия. Аппаратчик Талгат Гибадулин – один из опытнейших сотрудников. На Нижнекамск-Нефтехим он пришел 37 лет назад. Наставник нескольких десятков молодых рабочих за многолетний труд удостоен звания «Заслуженный химик республики». Награду вручил лично президент Татарстана Рустам Минниханов. Научил вести молодежь, показал пример, не нарушать дисциплину, старался помочь, научить вести технологический процесс. В 2021 году в подразделениях компании практику прошли больше 1000 студентов. Сегодня во всем мире отмечают День родного языка. Рустам Минниханов в своем инстаграм поздравил всех подписчиков. «Язык – это наше достояние и наше богатство». Такими словами президент подписал ролик. Главные герои видео – татарстанцы, говорящие на языках своих отцов и матерей – татарском, чувашском и удмуртском. Но те самые слова, исходящие из души, мы всегда произносим на родном языке. Сегодня Рустам Минниханов посетил многопрофильный лицей УНБЭР в Казани. Он открылся полгода назад и за это время стал базой для проведения цикла обучающих семинаров для учителей татарского языка. Президенту показали учебные классы, библиотеку, бассейн и столовую. Здесь учатся по 4 направлениям – математическому, лингвистическому, химико-биологическому и гуманитарному. Преподают опытные учителя из разных городов России и других стран – Великобритании, США, Казахстана, Колумбии. А вы сами из Казахстана, да? Ибрагим Ибадулин – лучший учитель Казахстана 2013-го и один из лучших в столичном лицее УНБЭР. Он преподает математику. Мне импонирует то, что поддерживают много начинаний, то есть возможности. Здесь в УНБЭРе мы легко провели много разных дополнительных мероприятий, которые даже, например, для Казани оказались единственными. Например, мы провели Московскую олимпиаду начальной школы. Это стало возможно благодаря современному оснащению и современному образованию, рассказывает педагог президенту. Рустаму Минниханову показали учебные классы, библиотеку, бассейн и, конечно, столовую. Это было как раз обеденное время. Президент решил лично спросить детей, все ли по вкусу. Вкусно вам? Да. Точно? Да. Это каждый день или только сегодня? Каждый день. Президент похвалил за хорошую работу преподавательский состав лицея. УНБЭР – это площадка для новых инновационных проектов, что всегда вызывает интерес Рустама Минниханова. Здесь место классов галактики. Об этом президенту рассказали сами ученики. В начале года наш робот-распределитель искусственный интеллект определил каждый класс начальной и средней школы в свою галактику. Инстаграм, ТикТок. Мы выкладываем веселые познавательные видео. Также в нашей копилке есть проекты, которые находятся в стадии разработки. Например, благотворительная ярмарка. У нас много таких новых интересных проектов, которые мы начали в школе. Первое – это наше мобильное приложение УНБЭР, которое мы разрабатываем, и на данный момент оно проходит стадию апробации, и информационная система управления школой. В лицее учатся почти 1000 детей – математики, лингвисты, химики, биологи и гуманитарии. Особое внимание изучению татарского языка. Вот и в одном из классов президент говорит с детьми на их родном языке. Спрашивает, что для них родина.
Президент подсказывает, это прежде всего дом, где ты родился и живешь. В лицее регулярно проводят семинары для учителей родного языка и разрабатывают новые методики преподавания. Вот такой уникальный сборник разработали преподаватели лицея УНБЕР. В нем 45 специальных игр для изучения татарского языка. Как говорят учителя, информация, полученная в игровой форме, школьниками усваивается гораздо лучше. Наши учителя такие интересные проекты с детьми выполняют, как перевод Гарри Поттера на татарский язык. Они делают озвучку современных фильмов на татарский язык. УНБЕР открылся полгода назад, но уже объединил опытных учителей не только из России, но и других стран – Великобритании, США, Казахстана, Колумбии. Многие из них уже подготовили победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад. Иван Сарафанов, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Сегодня в Международный день родного языка в Казани подвели итоги конкурса литературных произведений на татарском языке. Его провела комиссия при президенте Татарстана по сохранению и развитию татарского языка. Конкурс стал самым масштабным по количеству участников. Это 1500 новых произведений, 10 номинаций, 30 победителей. О новых именах в татарской литературе Файруза Мазитова. В День родных языков в Доме писателей праздничная атмосфера. Сегодня здесь награждают победителей конкурса литературных произведений на татарском языке. В зале авторы и члены жюри. Конкурсные работы они читали несколько месяцев. Кто автор того или иного произведения, никто из жюри не знал. В заявках только псевдонимы, чтобы соблюсти объективность. По итогам конкурса выяснилось, женщины сильны в поэзии, а мужчины в прозе. Большинство авторов из Татарстана и Башкортостана. Из близлежащих регионов, где татары компактно живут. Вот я думаю, для развития литературы нужна национальная школа. Поэтому где есть национальные школы татарские, есть и авторы, и есть читатели. Поэтесса Лилия Гибадулина – победитель сразу в 4 номинациях. Пишет стихи, поэмы, повести. Автор 3 книг, обладатель нескольких литературных премий. Среди победителей как знаменитые писатели, так и неизвестные для читателей имена. Повесть Наили Харисовой о судьбе татарской женщины заняла 1 место. Автор из Агрызского района. Я хотела услышать оценку на свое произведение критиков мастеров пера. Чтобы дальше продолжить или не продолжить свое творчество. Лейсан Абдрахмановой всего 17, пишет с детства. Ее рассказ на 3-м месте. Само произведение на татарском языке, но есть фразы и на английском. Думаю, что и в дальнейшем буду писать, ведь это занятие нравится мне самой. Не будь конкурса, не написал бы свою повесть, говорит писатель Хабир Ибрагимов. За полгода он создал произведение, которое вынашивал 5 лет. Повесть под названием «Исемлек», что в переводе с татарского означает «список». Там философское обозначение такое идет, что все в жизни идет по списку. Ты вошел в список, значит, ты счастливый. Не вошел, значит, ты как бы не человек, как бы ты в стороне. Главную премию в 500 000 получил писатель Зульфат Хаким. Он известный драматург, ранее писал повести. За роман взялся впервые. Если даже не будет никаких конкурсов, мы все равно будем писать. Я, например, творчеству посвятил всю свою жизнь и никуда не деться. Этот конкурс – вдохновение для авторов, а для ценителей – новый фонд современной татарской литературы. Теперь задача донести их до читателя, говорит Марат Ахметов. Этот вопрос тоже мы будем держать на контроле, чтобы довести до 2 миллионов татар, которые проживают у нас. Еще, кроме того, почти 3 миллиона проживают в разных странах и субъектах Российской Федерации. Его достоянием всех нам нужно делать, потому что язык нужно сохранить и у себя внутри республики, и за пределами. По условиям конкурса все произведения победителей будут опубликованы в главном литературном журнале Татарстана «Козан Утлары». В будущем романы планируют издать отдельно в книгах. Файруза Мазитова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. И завершился этот праздничный день большим концертом в Доме дружбы народов. Здесь было все: колоритные костюмы, национальная музыка, танцы и стихотворения на родных языках. Тагир Валиди увидел национальную мозаику Татарстана на одной сцене.
Знакомый всем татарстанцам мелодичный напев звучит в исполнении Оливера Мукензи. Из родного Конго он переехал в Татарстан, окончил университет и теперь помогает студентам из Африки освоиться в нашей республике. Когда я пою на родной языке татарский, местный, они приближают ко мне, мы становимся дружной и командой. Пока одни артисты в коридоре репетируют азербайджанский танец, на сцене необычный квартет. Представители сразу 4 национальностей – армянка, араб, турчанка и узбек – читают стихи, посвященные родному языку. Эти стихотворения я читал, потому что я сам очень люблю. Это узбекам, это стихотворение очень-очень большой. Я какую-то часть читал. С песнями на языках народов Поволжья на сцене школьники и студенты. Эмилия Второва прекрасно владеет и русским, и татарским языками. В нашей семье мы разговариваем на обоих языках, потому что я считаю, что уважением является, когда ты разговариваешь и на родном языке матери, и на родном языке отца. Свой родной язык бережно хранят в каждой семье. Мой народ – это моя история, это моя составляющая. Или если я не знаю свои истоки, свои корни, то, получается, я не знаю саму себя. Я со своими турецкими родственниками только на турецком разговариваю. И с того момента, как начала ходить в школу, начала дополнительно заниматься турецким. Сегодня, как и всегда, в Доме дружбы народов была слышна татарская, русская, марийская, чувашская, башкирская, грузинская, еврейская, украинская речь. И все прекрасно понимают друг друга. Тагир Валиди, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках. Ангиография сосудов шеи и головы на КТ 205-205-0. Дисковые бороны «Дукат» — это качественная обработка полей на любом рельефе, в любую погоду до 500 гектаров за сутки. Спешите за «Дукатом» в компанию «Агрокомпани». Автоцентр РРТ Казань укомплектовал Nissan всем необходимым. Зимние шины, 3 года обслуживания и выгода до 300 тысяч рублей. Звоните 212 30 10. Готовые трехкомнатные квартиры для счастливого детства от 16 919 рублей. Акбарсдом. Дом там, где мы. Подарок громче слов. В корпорации «Центр» скидки до 40%. В студии София Егорова. Здравствуйте. Кухня или шкаф-купе? С рассрочкой от Данил Мастер возможно и то, и другое. Закажите мебель сейчас и оплачивайте частями в течение года без переплат. Звоните 2-167-166. Еще неделя остается до встречи весны. По прогнозам синоптиков, серьезные холода уже вряд ли вернутся, но устойчивую погоду вряд ли назовешь. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево облачность сохраняется. В первой половине дня снег, местами сильный, после обеда переходящий в дождь. На термометрах 0-1. Ожидается снег с дождем и порывистый ветер в первой половине дня в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Днем +1-2 градуса. Снег также пройдет в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Днем будет тепло и ветрено, +1. В Арске, Кукмаре и Балтаси порывистый ветер и дождь, сменяющий снег. Здесь также +1 градус. Плюсовые температуры ожидаются в Болгаре, Дрожжином и Буинске. До 2-3 тепла днем. Будет облачно, возможен снег с дождем. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше облачно с прояснениями. Утром мокрый снег. Днем +1-2 градуса. Будет ветрено. В среду сохраняются плюсовые температуры. Будет влажно и ветрено. Укрепить иммунитет и восстановить силы поможет Сан-Чи. Благодаря свойству улучшать кровообращение, Сан-Чи влияет на работу всего организма. Дает энергию, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Улучшает самочувствие. Польза Сан-Чи проверена веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. 20 и 21 февраля 2022 года в аптеках Farmland скидка на Сан-Чи 20%. За окном снегопад, а у нас метель скидок. В аптеках от склада, бережных аптеках и аптеках Экона скидки до 70%. Пенталгин 24 таблетки 169 рублей. Лизобакт 30 таблеток 259 рублей. Аптека от склада, бережная аптека и аптека Экона. Адреса аптек на сайте bdefisapteka.ru.
У жителей нашей республики есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. С 1 по 28 февраля в аптеках «Икона», «Бережная аптека» и «Аптека от склада» проходит акция «Снижение цен. Покупай выгодно». В Казани облачно, утром и днем ожидается снег, до плюс 2 градусов. Ночью без осадков и -1. Ветер южный, сильный, порывистый. Атмосферное давление понизится и составит 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 92%. Магнитное поле Земли спокойное. Возможен сход льда и снега с крыш. Будьте предельно внимательны. На этом наш выпуск завершен. До свидания.